Садись. Сюда. Вот сюда все. Я единственную ссылку не передаю. Зачем вы мне дали? Нет, просто, чтобы у тебя было... Ветер южный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью -3, -8, Главное, завтра начальник. -1, -6. Где даже поклад, что даже не Ночью начал. от 6 до 8, завтра днем Внимание, до внимание, 5 Влад. градусов ниже 0. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%. Информация предназначена для лиц старше 12 лет. Время сон. Чего? Время еще есть. Нету вообще. Я даже поделиться не что И как всегда, здрасте всем горожанчикам, вот воскресный вечер на радио Моя Удмуртия, ваша любимая, я очень надеюсь, на этой программе кто никак. И как всегда мы, Горжак и Пушкин, друзья. Всем Здрасте еще раз. всем. Всем привет. Ты видел, какая погода? прекрасная погода, я Мне прям нравится, что мы люблю начинаем такую каждую нашу погоду. программу. с Погода погоды. романтики. Погода, надо сделать отдельную обивку. Погода. Погода, да. Я посмотрел, знаешь, вот на целую неделю, что нас ожидает. И ожидает заморозки потихонечку. Ну, это понятно, это логично все, потому что зима на носу, и какая красота у нас за окном. Вот в плане зимы нам очень повезло, потому что сейчас москвичи просто слезно рыдают. Им этого не говорят, хватает? нет, говорят, что в Москве, Московской области ожидается до минус 18 градусов без снежного покрова. А я тебе открою тайну маленькую, знаешь, сначала все, что происходит в Москве, это сразу же идет через неделю к нам, А даже тут быстрее. получилось наоборот, смотри, сначала у нас было холодно, минус 18, я сначала не поверил своему термометру, думал, он сбился, мозг с ума сошел, но потом загуглил, Так. посмотрел свою геолокацию, И? и он показывает минус 15. Это хорошо, ты где в этот Это момент было был? 2 Ты был в недели Ижевске назад. или был Нет, это где? я был в деревне Волнашек. А, ну это юг, странно, да. Да, это было 2 А недели представляешь, что назад. происходит в Дебесах, в Глазове? Это же север. Это крайний север, где Как, там гуляют минус 20. медведи по улицам. Там люди живут. Да. Да, друзья, если вы там живете, пишите нам, ау, мы там тоже есть. И Крайний мы вас север! слушаем. Мы надеемся, что вы вместе с нами. И вот смотри, какая ситуация. Обычно с Москвы погода идет к нам, а Да, тут да. получилось наоборот, что от нас погода пошла в московские края. Значит, получается, что мы впереди планеты всей идем. Конечно, мы всегда Все впереди следят за планеты нами. всей. Ну что ж, я думаю, нам стоит начать сегодня наш эфир С красивой с песней. красивой песней и Красиво. адресовать. Кому? Конечно же, кому? Кому? Нашим, Конечно нашим же. любимым. Да, нашим. конечно, нашим любимым мамочкам. Наши давай. золотые, Давай, вот пока вот Наши не начали наш родные. базар на Так. всю республику. По-простому, начни ты поздравь маму. Пользуясь служебным Положением, так да. сказать. Тебе музыку лично надо? Давай. Подожди. Прям, чтобы так душа раскрылась, чтобы прям слеза накатилась у всех А. матерей, прям такая настоящая, чтобы прям все зарыдали, от Дебес до Алнаш, прям все, чтобы заплакали. Кстати, я на своих страничках в социальных сетях уже разместил кое-какую информацию, причем видео, которое я записал в прошлом году, оно набрало рекордное количество просмотров, 15 с чем-то тысяч. Прикинь, это не в группе, Так ты сработал на хайпе. это на Смотри, моей вот ты сейчас личке. сделал это неправильно. Да. Это, знаешь, это же должно быть так. Это же интимно такое. Это когда ты говоришь что-то сокровенное, а ты на весь Понимаешь, интернет. Мам! Это не был призыв, то есть это не было поздравление, адресованное лично моей маме. Это поздравление, которое адресовано всем мамам. И призыв, чтобы люди, которые... Я смотрел, ты там практически заплакал. в конце. Да, Ты я даже сидел в майке, зарыдал. да. Нет, я был в толстовочке. Да? А, ну Да. это другое видео было. Другое. Скорее всего. Ну давай, я подготовился. Ты готов? Ну давай. Давай сейчас микрофончик поправлю. Раз-два, Я раз-два. жду поклад. Давай. Наши родные, наши прекрасные, наши любимые. Конечно, хотелось бы, чтобы эти слова в ваш адрес звучали каждую минуту, каждую секунду, но, к сожалению, многие об этом забывают.
всех мам поздравить с этим замечательным праздником. Я хочу, чтобы у них всегда все получалось. Никогда не побыть здоровья. И дети, которых они воспитали, всегда их радуют. Каждую секунду, каждую минуту. Мамочки, мама, с праздником. Мы вас любим, дорогие наши. И надеемся, что главное, что это же здоровье. Вот всем мамам здоровья. Хорошего настроения. Мы вас очень сильно любим. Ну что, Давай, поехали. поехали дальше. Как хорошо, да, твоя песня начинается? Долго так нарастает. Друзья, всем привет, мы с вами не поздоровались. Сразу же вышли в эфир, потому что сегодня безумный день. Нам есть что рассказать, нам есть что подарить, и нам есть с кем побеседовать. Сегодня у нас в гостях, ладно, не буду говорить, она сама все скажет, но только посмотрите в ее глаза, насколько они красивые, насколько они глубокие, и что за ними скрывается, вы услышите в течение этого часа. Там космос! Эта песня, это просто она сделана так спонтанно, быстро, прям Почему-то автоматический запуск трансляции не прошел. Мне все кажется, что песня медленно идет. Я ее быстрее, быстрее и быстрее. Так, подарки работают. Вау. Слушай, а давай Дашу вот сюда вот поставим. Кого поставим? Вот сюда. Календарь? Не, Дашу. Сюда прямо? Да. Давай. Даша. Колонка просто будет мешать. А мы ее... Сюда? Ну, давай. Вопрос. И мы будем стоять. Что так? Да. Только Давай вот... тогда колонку сюда поставим. Хватит? Смотри, что Кого хватит? проводов хватило. Вот, все, хорошо. Замечательно. Теперь и меня А видно. вот эту штуку я даже ставил на звонок. Что? Он каждое утро просыпается под твой трек. Скоро ты меня возненавидишь. Или за что? Я? Или за что? Сегодняшний эфир мы начали вот с такой вот прям задушевной композиции, которая действительно куда-то отсылает туда далеко. Далеко. Когда мы презентовали? Мы презентовали полгода
года назад, а какой был фурор? Какая была реакция здесь? Они сразу начали писать, кто это поет? Кто? И на продвижении 6 месяцев люди написали, кто же исполняет. Так вот. А ты увидел, что у нас в студии поменялось? А что лучше нас... Потрогай вот эти микрофоны. Так, друзья, вы чувствуете эту теплоту? Она идет от рук сейчас. Нам поменяли ветровики на А знаешь, микрофонах. что история была с этими ветровиками? Нет. К нам пришли одни уважаемые люди на эфир дневной, когда нас, слава богу, нет, а нас еще никто не знает. Пришли беседовать какие-то умные там темы. Ну, в отличие от нас, программы, понятное дело, есть другое время, можно хорошо поговорить. Посмотрели и говорят, а вы что, нас не уважаете? Почему у вас микрофоны-то заплеваны? И все схватились за голову. Ну и все. После этого побежали, помыли, купили новые. Поменяли. Поэтому... Слушай, даже приятно говорить в этот микрофон. Ну, приятно даже кусать. Да. Ну ладно, давай переходим к нашей сегодняшней, очень прекрасной, очень красивой. Друзья, кто смотрит сейчас YouTube, кто не смотрит, обязательно присоединяйтесь. Это не только надо слышать, это надо еще и видеть. Сегодня у нас Дарья Никитина. Можете похлопать. Да, Даша, тоже хлопай. Нет? Сами поближе к микрофону. Вот так. Это вот та самая девочка, которая исполняла песню, которую сейчас мы слышали. И полгода люди задавались вопросом, кто этот человек, почему ее нету, и почему ее вот, нет у него больше песен. Знаешь, я даже пожертвовал своим божественным Чем? фейсом. Местом на флешке? Да, фейсом. Ради того, чтобы показать Дашу и тебя красивого в кадре. Вот. То есть сейчас мы Меня замеряем. не видно, но меня слышно. Я с вами, газанчики. Да, друзья, будьте с нами. Ну, давай, будем рассказывать, откуда ты вообще? Откуда ты появилась? Откуда ты родом? Все очень банально. Так, а мы любим банальные вещи. В принципе, наш эфир Всё он гениально построен просто на банальщине. Да. Есть два банальных ведущих. Хорошо. Алматский район. Вот. Деревня Казибаева. Вся наша жизнь только связана с Алнашским районом. Ну почему? Потому что Алнашская земля — это благодатная земля. А север, значит, сейчас опять остался где-то там? Ну не знаю, я не виноват, что с севера никто не развивается, не продвигается. Вот Победитель смотри, телевидения даже, вот, Артемий. даже в этих, сколько квадратных метров? Ну, где-то, наверное, 25 квадратных метров перенасыщен Алнашский район. Да. Да. Я целиком и полностью алнашский. Ты Я. любитель Алнашского района. Так. И даже гостья Даша тоже родом с Алнашского района. Так, с какой деревни? Казибаева. Казибаева, а тут тоже много людей. Я, кстати, так приходится на тебя смотреть, вот так вот не совсем удобно. Ты смотри туда, ты меня и так каждый день Да, видишь. действительно. Конечно, на девушек надо больше смотреть, чем на парней, правильно. Так вот, я знаю, что ты не одна в семье. Да. Сколько? Я трое. 3 девочки. 3 девочки. Ты самая младшая, Да. самая творческая. Не знаю. Ну, а остальные как? средние и старшие сестры, они поют, танцуют, может быть, играют на инструментах. Ну, ладно, значит я. Понятно. Такой короткий анализ и... Так, Они любят петь. поет, но после того, после застолья, она поет в бане, а я пою, в принципе, всегда. Я? Да. Да. Не знаю, по настроению иногда чувствуется, что хочется петь. Не пою. Но главное, чтобы никто не слышал. Ну, заметь, Вот, сейчас мы по об этом... поводу того, слышал или не слышал, можно я расскажу этот случай? Давай, рассказывай. После того, как мы запустили в ротацию вот этот вот гениальнейший трек, который зазвучал буквально Давай сначала еще копнем маленько раньше, что это сама композиция, которая сейчас была, это уже ремикс, переработка. А оригинальная версия, она появилась год назад, когда ее написал Анатолий Эркишев совместно с Дарьей, правильно? Аранжировку он делал. Поэтому, когда я услышал, я сразу написал Толе, говорю, Толя, мне надо этот голос, мне надо вот эти все сэплы. Ну, то, что да, прописал, он сказал, брат, там только есть гитара и еще один инструмент. пару обработок. Пару обработок, кидай все. И буквально через 2 дня ремикс уже был готов. Так, и давай Так вот, рассказывай, после о чем- короткой обработки электроника, вживись, я, конечно, поставлю. Она была короткая 2 дня. Да, взял обработку в ротацию, и она зазвучала, причем даже полностью не звучала. Очередной так, фурор среди слушателей радио «Моя Удмуртия» тоже произошел. Мы веду
ведущие стали интересоваться, кто, откуда, потому что я в базу специально забил таким образом, чтобы нельзя было Не было узнать, понятно, кто это автор. человек, Там только псевдоним и все. Музыка и слова авторские. И все стали допытывать меня, кто же кто. Я сказал, что нет, я пообщался с этим человеком, она не хочет, чтобы ее имя было известно массам. Ну, вроде через какой, через так, месяца с полтора звонит мне сама и Что он говорит, говорит? что, боже мой, меня стали узнавать! Я? Да! Такое было? Не было такого! С одной Нет. песни? Нет, это была переписка ВКонтакте. Ты сказал, что давай уберем мою песню, я могу Да. скрины отправить. Тысячи людей стремятся, отправляют песни на радио именно Пушкину, Чтобы Пушкин попасть. 1% из 100 проходит. Вот, да. А ты с одной песней, ты говоришь, Давай, убери. давай ее уберем, чтобы она меньше звучала в эфире. Я сказал, я признаюсь, я сказал, что да, мы уберем, но я ничего не стал делать. Ужас! Я наоборот, я включил Я горячую предлагаю подать на него в десятку. суд. Как нечестно. Ну прости, ну пойдем. Вот давай сейчас, вот все Удмуртии объясняй, зачем ты хотела обрезать вот все свои... Ой, даже мне плохо стало. От чего? А он меня так посмотрела, сказала, больше не надо эту песню, взглядом я. Почему вот ты запретила использование этой песни? Потому Ну, что... нет, ты же сказала, ты не совсем запретил, ты сказала ставить реже. Резко стал. Да, реже. Зачем? Потому что, когда слушаешь все время одну и ту же песню, она... А мы помним тот день, когда Пушкин поставил одну песню, она играла целый день? Нет. Нет, Ну, жалко. все равно, когда часто слушаешь какую-то музыку, она надоедает. А для меня это не такая вещь, которая может надоесть. А ты, значит, такой человек, который слушает постоянно мою музыку? Нет. Ну, Ты вообще не слушаешь? Не для меня, Так, а для подожди, вот окружающих. еще серьезнее. Значит, ты не слушаешь мою музыку. Очень редко. Когда с мамой И едем в те даже, куда-нибудь. и в те даже вот такие маленькие моменты жизни, ты все равно, когда слушал мою музыку, ты не натыкалась на свою песню. Нет. Так зачем ты ему написала так? Потому что мне мама говорила, что вот она включает радио и слышит, как им нравится, все такое. А тебе это А не тебе это не нравится? Ты социопат. Я не социопат. Я не знаю, как это. Я не знаю, кто я. Просто так. Просто уберите эту песню. Ну, я действительно, я не стал убирать, потому что песня достойная того, чтобы она была в рамках нашего эфира. А я так спокойно жила. То есть ты Думала, думала, только- что песня не звучит? Я так думаю, так, суббота, воскресенье. Тогда не надо слушать радио. А как обычно, я бываю дома по субботам и воскресеньям. Ну почему-то мне хочется слушать, как я пою. Тебе не нравится или... Я не хочу. А вот почему? Почему? Я прям... Я предлагаю нам прерваться на рекламу. Да, давайте уйдем на Задуматься рекламу. над этим вопросом. Почему же вот? Давай, поехали. Раз, два, три. Погоди, я Что? еще не запустил. Ты рекламу не нашел. Все, давай, все, готово. Нам нечего рекламировать? Нет, есть у нас. Ладно. Всегда включили, да, поехали. Предназначена для Что за 15 лет. глупый вопрос? Витя, ведь ты надо скибал. Нет, я ее Почему убрал, вопросы? но я не настолько, чтобы прям исключить. Мы не исключаем хорошие песни из эфира. Сейчас удмурчаем Верало. Верало на собере переведем. Кажай, Да. сожадям я слушаю, сожадям любой карджан, любой арбери горчикер, чтобы сын в какой-то степени, в какой-то Ты мере... уже переходи на русский язык. Ты уже поделиться практически уже качественно. 5 слов сказал на русском языке. Ну и мат, и... Так. Кажай, и мон валачко, что логась уже состояние щулем шубик лесось до тошнориков уже со карджан достанет. Короче, простым языком. Вот когда ты постоянно ешь свои Когда ты сейчас... шашлыки из А знаешь, у меня баранины, есть, когда вот я из ем торт баранины. алнашский, постоянно ем, я его ем раз, два, три, четыре, я все равно продолжаю его есть, потому что он вкусный, чебурашка. Но ты же до бесконечности не можешь, не будешь его есть. Когда-нибудь он тебе надоест. Что? Или организм тебе скажет, что хватит есть. Когда-нибудь, да. Вот у Даши такой же рефлекс был. Не хочу отнюдь. Ну и что из этого? Сейчас Внимание. мы по этому поводу поговорим. Мне уже больше нечего сказать. Все, ты все рассказала про свою Да, жизнь? все. Все? Можно идти? Ладно. Первая любовь, сейчас поговорим. Сейчас песню послушаем. Успею,
я придумать историю или нет? Успеешь. Так, ложь, обман, спасение. Так. У нас тут в эфире практически уже война началась. Ботаник, слушай, на меня нападают вот прям со всех сторон. Просто мы пытаемся понять, почему человек запретил, чтобы ее треки играли в эфире. Это впервые в музыкальном мире происходит, чтобы человек... Слушай, давай начнем с того, что тебя вообще заставляли записывать эту песню? Как появилась на свет эта песня? В один прекрасный момент. Мне написала Алина Чернова, вроде бы. Так. И А Алина Чернова это кто у нас? Это ТРО, как ее назвать-то правильно, руководитель общественной организации Шунды в Музыкой молодежной. Продолжаем. так, она написала и сказала, что вот такой проект «Парагур», у них не хватает участников, и спросила, могу ли я, есть ли какие-то у меня песни. А как она узнала? Действительно, у тебя же песни не было в интернете. Что-то я уже Ты забыла. где-то еще поешь? Подрабатываешь? Где поешь? Нет. Свадьбы, юбилей, корпоративы? А как М. как это произошло? Надо знаю. посмотреть диалог, я уже не помню. Так. И вот, и мне захотелось, что ли, помочь. Не знаю, типа, меня же попросили, и раз у них нету никого уже, ну, мне же не тяжело, в принципе, и, значит, можно? Мне так нравится. А было бы так? Ну нет, вот так. Ну, скорее всего, так. Ну, может быть так. А если так, то сделал мир. Ну, вот это мне нравится, вот хорошее. Она сама себе может задать вопросы, сама же отвечать. Ну, я согласилась, Так. а потом пожалела. Почему? Подумала, зачем мне это надо? Надо. На каком этапе ты пожалела? Когда уже пришла на Сразу запись? согласилась, потому что, То есть, ну, я начала анализировать, что мне надо будет делать. Так, Хорошо, вот ты не выступать. блондинка, ты можешь анализировать. Дальше. Да. Ты Мне покрашена. придется Ладно. выступать Выступать. на сцене, там, где ты стоишь одна, а там У зал. тебя же может быть потанцовка. Песня не была такая Так, дальше. изначально. И вот. Ну смотри, человек сразу же прогнозирует вот свое такое светлое будущее. Большая сцена, тысячная аудитория, свет, звук, и она одна на сцене. Вот так. Ну я не знаю, почему-то я так представила. Еще я очень боялась, что надо, я и хотела, и боялась, что надо делать аранжировку. Например, у меня в голове вообще ничего не звучит, как ее можно сделать. Я ее представляю только как я играю. Алина именно сказала эту песню, вы с ней переписывались, или ты сама выбрала ее? Отправила две, либо три, наверное, две песни, и она А как ты сказала- отправила? Под гитару записала? Или текст? Я сняла видео, где есть потолок моего дома. И да, сыграла под гитару, и все. Да, друзья, Дарья может играть на гитаре. И я просил ее взять гитару, чтобы вы могли это услышать. Но Дарья сказала нет. Как ты сказала? Мне было в тягость. Чтобы не было в тягость. Она же тяжелая. нести гитару. Да. Нет, я не хотела морально себя изнурять этими мыслями. Сейчас надо будет петь. А надо будет все равно петь. Я не знаю. Ну, друзья, мы продолжим дальше с Дарьей общаться. А у нас вот пока Дарья думает по поводу первой ее любви. Мы будем спрашивать? Конечно, Нет. будем, конечно, будем спрашивать, да. Псевдоним, Давай, который- у нас есть подарки, которые нам обязательно Нет, надо разыграть. Тебе подарки? Да, я пришла. Обязательно, да. Вот прямо ты шучу. пришла. Все, мы тебе дарим приз. Стал. Вот так вот. Надеюсь, хоть распакуешь. А сразу же в это, попса А это я- я выкидываю. Ну что, друзья, вчера я сходил к нашим общим друзьям. Можно их рекламировать? Раз это друзья. Конкретно Ну, того. конкретнее, это есть такая хорошая организация «Фаворит». Я не буду говорить, чем они занимаются. Так. Так вот, мы вместе с ними сделали очень два уникальных подарка. Мы, Как ты сказал, очень два уникальных подарка. Очень ну, хорошо. я так это заманул, конечно, что? Это два хороших календаря, которые могут расположиться в вашем офисе, дома, в садике. Надеюсь, это на 2019 год. Да. Короче, друзья, всем, кто сейчас смотрит нас по ютубу, смотрите, какая это красота. Фирменный стиль, фирменный ковер, фирменные цвета. Ну и польза. Ты что-то не радостно, я смотрю? Да нет, просто трансляция зависла в самый неподходящий момент. Ну, ничего страшного. Ты показываешь, рассказываешь, а картинка прям зависла на том этапе, когда ты раскрываешь эту картиночку. Ну, своего рода интрига создалась. Так это же не какой-то календарь. Все подумают, это маленький карманный календарь. Нет, друзья. Нет, Это- календарь прямо огромный, который Здоровый, можно большой, да. повесить на всю стену. Да, может, и здесь студия оставим, если поднимите немного. Да, кстати, в том году мы разыгрывали санки зимой. Очень крутой был подарок. Битва была прям вот бились до последнего.
в итоге санки никто не забрал. Санки до сих пор у нас Санки в до студии. сих пор прямо здесь стоят, да. Выступают в ждут. качестве статива. Ну что, давай будем разыгрывать. Как мы будем его разыгрывать? А мы давай сделаем все очень просто, потому что я не люблю, в принципе, напрягать наших слушателей. Я не хочу, чтобы они там что-то придумывали, что-то сочиняли. Хотя в этом есть какая-то такая замануха, есть какой-то творческий интерес. Все будет просто. На этой неделе мы презентуем очередной выпуск. На следующий. Ну, на Ну, следующий когда? выпуск. Ну, да, да. Завтра уже, Да, получается. завтра. Я надеюсь, Ну, что не мы завтра, а на следующей неделе, завтра. Ты как Даша говоришь Да, сейчас. я думаю, потом сначала анализирую, потом опять думаю, анализирую, потом дальше. В общем, мы выпускаем на просторы интернета второй выпуск программы «Улон». И Он, посвящен, это она. Выпуск он. выпуск посвящен очень известной артистке. Ты сразу раскрыл, может быть, это не обязательно же артисты в этой программе будут. Ну, очень известному артисту. Просто известный человек. Да, известному Республики. человеку. Ваша задача по голосу узнать, кто же будет вторым героем выпуска программы «Улон». Все Сейчас очень просто. Влад запустит, я думаю, звуковой файл. Да. Я, в принципе, сам могу сказать. Давай, сейчас мы слушаем звуковой файл. Слушаем. Слушаем? Да. Ты ждешь Ты уже? слушаешь, Ты да. тоже ждешь? Я подклад уже поднял. Давай, запускай. Давай. Мне попадались нужные люди, наверное, всегда, и каждый человек из них был для меня учителем. Будь это подруга, там, не знаю, педагог какой-нибудь, да, или просто какой-нибудь временный человек, появляющийся, да, такой вот. Вот, все они мне дали какую-то частичку. Итак, гражданчики, задача очень простая. Нужно угадать, кто Так тут это даже как пальцем в небо. был. Вот прям. Сразу тысячи, все, угадал. А не так-то просто, потому что мы всегда выбираем победителя посредством цифр. Правильно, правильно. Давай на этот раз что мы сделаем? Даш, Любимая Даш, у тебя цифра. какая любимая цифра? 0. А можно еще какую-нибудь? Ну, нам надо вот без строчки Давай, это будет, да. от 50 до 100. До 100. Анализируем, анализируем. 74. Не вопрос. В общем, 74-я А у нас два СМС-ка календаря. с правильным ответом. Давай вторую еще цифру. 74 и 85. Ничего себе. 74 и 85 СМС-ки с правильными ответами заберут от нас эти замечательные подарочки в виде календарей. А бонусом, чтобы было еще не только смотреть приятно и слушать, мы добавим еще подписку. Ну я прям настоящий Дед Мороз. Прям расщедрился. Вот мне интересно, что мы будем дарить в наш новогодний эфир? Мы должны тут все вот, чтобы у нас на столе было куча подарков. Я предлагаю нам Телефоны, фестивальное шоу мопеды. какое-то устроить. Можно, да. Нам надо спонсор хорошо найти. Хотя, Друзья, если учитывая- вам не нужны смартфоны, а давайте нам, мы будем их разыгрывать. iPhone 6, 7, Samsung 7, 8, Ну, это реклама 9. пошла уже. Давай, короче, не будем напрягать своего сказал, рода кому рекламной куда что информации. Да. СМС-ки отправляйте на наш СМС-портал 5522 с заголовком «Моя», пробел, далее ваш вариант ответа. Вопрос звучит следующим образом. Давай еще раз послушаем этот музыкальный фрагмент. Вот файл. меня заставляет вот это, я тут кручу ручку. На следующей неделе мы выпускаем на просторы интернета очередной выпуск программы «Улон». Он посвящен известнейшему артисту. Самую известную. Ваша задача по голосу, который сейчас зазвучит, узнать этого человека и отправить фамилию, имя нам на наш СМС-портал. Мне попадались нужные люди, наверное, всегда, и каждый человек из них был для меня учителем. Будь это подруга, там, не знаю, педагог какой-нибудь, да, или просто какой-нибудь временный человек, появляющийся, да, такой вот. Вот, все они мне дали какую-то частичку. Так вот, Уходим на песню. да, сейчас мы уходим на песню. Вы пока думаете, присылайте ваши смски 5522, номер смс-портала, заголовком «Моя», пробел и далее ваш вариант ответа. Ну что ж, поехали дальше. Еще раз всех мам поздравляем с замечательным праздником, с днем всех матерей. Тут нам пишут, говорят, поздравьте, пожалуйста. А вот поздравим. Игорем. А нет, давай просто всех вам поздравим. Я уже всех поздравляю. Ну еще раз поздравим. Еще раз всех поздравляю. Поздравляем.
они никак не исчисляют, но я знаю всего всего. Потому что они изучают. Это плохо? Майкл Джексон. Вин. А ты их перебирал на английском языке? Ничего не делал, наверное? Все, не интересно. Вот старый. Нельзя? Нарушение всех твоих моральных принципов. Ну, а в чем отличие классность тогда вот артиста? Нет, смотри. А какие они были? Да, какие они были? Тебе это не надо. Не надо портить. Смысл пошли? Сколько? Так, ну что, про первую любовь? Или еще песенку берем? О, как раз скоро Новый год. Йоу! Сейчас хорошая песенка будет.
Хотел Я просто брат, хотел... фейдер покрути, Да. прибавь визор. Да, что-то в этом роде. Все торговые центры уже плавненько переходят на новое направление. Наши выездные графики тоже уже так или иначе. А я знаю, я могу тебе сказать даже больше. Мы уже распределили полностью все наше турне. Я даже сейчас могу уже сказать, куда мы поедем. Друзья, это нужна вам информация? Нет. Но как минимум, саму новогоднюю ночь, я думаю, что это можно анонсировать. Я думаю, что Для лиц, для всех лиц. Без Без возрастных ограничений, да. Саму новогоднюю ночь 31 на 1 мы с Петрухой работаем на центральной площади города Ижевск. Так что, welcome! Вся Удмуртия будет вместе с нами встречать Пепертони! Новый год. Пепертони под удмуртские завоенные танцевальные треки. Милости просим предварительно с часу до 4. Предварительная регистрация на сайте ТТТ. Предпродажа билетов. Предпродажа билетов. Да все бесплатно, главное прийти со всей семьей, со своими друзьями. С хорошим настроением. И как следует отметить, уже тогда будет Ну и сегодня у нас У нас гостья. Гостья? Дарья. Девушка космос. Ты космос! Очень скромная удмуртская девушка, фанатская. Это необычная девушка. Это девушка, которая когда ко мне пришла в первый раз. Нет, на самом деле я не встречал таких людей. В ней есть уникальность, в ней есть вот, да, не знаю, вот какая-то такая фишка. Ну что-то у нее в голове творится, я не знаю, там крокодил бродит, киты летают. Мне прям интересно, когда ты меня первый раз видел, тоже так же подумал? Нет, я подумал, так, дети на производстве что делают, детский сад еще открыт, как он здесь учился. Спасибо. Так вот, Про космос. Даша у нас с Полнавского района, с деревни. Нет? Я ошибся? Как было? Деревня. Даша, ты деревня. Он хотел сказать, ты деревня. Нет. Нет. Узибаева. Узибаева, вот. Да, я даже Но есть такая деревня? Нет. Но она не оттуда. Как ты дошла вот до того, что ты взяла гитару и стала сочинять песню? И, заметьте, вот, кто слышал песню «Турелась», там идет диалект специальный. Вот для меня, для русского человека, это просто какая-то вот, просто красота. Да, в принципе, для неописуемая. тебя удмуртский язык — это иностранный язык, который ты до сих пор не можешь выучить. Yes, да. А тут еще какой-то диалектный вариант, еще диалект, у тебя да. просто мозг взорвался, когда ты это слышал. Может, давай сейчас акапельно что-то споем? Потому что сейчас мы рассказываем это вот все, а надо показать. Лучше один раз услышать. Ладно, но мне надо послушать. А что ты там хочешь послушать? Сейчас Дарья взяла свой смартфон, надевает наушники. Ты хочешь кем-то вдохновиться? Кто этот человек? Тобой, да? Так, Нет, если я не смогу спеть, так, вся это вина не- ложится на нас. это не беда. Да, мы сразу же включим подкат или песню, ничего Нет, я страшного. просто прекращу. Все, да? Да, ты главное нам дай знать. Ты готова? Ну, кто у тебя там будет сейчас? Полина Гагарина? Кто-то, нет? Все, Все, можно? не разговаривай со мной. Молчи! Молчи лучше! Настраиваюсь. Ты настроилась? Ты готова? Поближе к микрофону. Погоди. Все. Давай мы прям тихо-тихо сделаем студию, берем подклады. Я даже дышать не буду, чтобы лишний раз не мешать. Шока, дыши. Сейчас. Легачка, юртко тарди, кварае почало з музка чуйти, урам ти важкі чувство дадями, нюко море змон бугарти. Ime ležo šurpa desti, veisluem iekoško spalnedi, monulon mieta čavadi, nokin miedam vietla nikotradi. Ena kurlani mone, не вера, не могу спеть. Колде. А? Всё? Я же сказала. Что ты говорила? Ну,
Это, мне кажется, было очень красиво. Ну Это ладно. было красиво, это было прекрасно. Ну это должно было быть под гитару. Ну ладно. Но гитару ты А же не взяла. мы же сама не виноваты, что гитара осталась Ну да, дома. пускай. Я даже вот подклад не хочу включать. Так было это? Давай, включай. Давай, поехали. Дарья, это было очень круто. Вот Спасибо. почему ты не хочешь эти песни доносить до масс? Я когда-нибудь это сделаю. Когда-нибудь, когда? Когда? Под 50? Нет, Под 60? скоро. Надеюсь. Я ищу человека, Так. который Который тебя поймет. мне запишет эту песню. Так, И как я вижу ее я. Услышу ее такой же, как я слышу ее внутри себя. Я говорю, буду друзья, там довольна космос, ей. там киты летают, Есть. тигры плавают. Я не знаю, что у нее происходит в голове. Это нормально, когда песня должна самой себе нравиться, нет? Да. Тебе не нравится твои... А думаешь, песня «Цвет настроения синий» у Киркорова, она ему нравится? Я не знаю. Наверное, нет. Но он же поет. Ну, потому что это у них шоу-бизнес, там не важно, нравится или нет, главное, чтобы... Вот мы и пришли кому-то к нравилось. теме шоу-бизнеса. Ты не за шоу-бизнес. Ты за творчество. Причем творчество не испорченное деньгами. Творчество Вот сейчас первозданном Пушкин виде. доставает 1000. Сейчас мы можем за 1000 еще заказать песню? Нет. Ты не будешь петь, если мы тебе дадим 1000 рублей? Две А 2? Нет. 3? Может, вы мне запишите песню? В принципе, это так и стоит. Да, нет. Но не факт, что она понравится тебе. Да. А я через это уже прошел, через этот огонь. А каким образом тогда ты получил согласие А- Дарьи на то, чтобы... А его песня не оказалась- было. Вот в этом и есть секрет, что первая вот эта переработка, которая велась песня, я не просил ни у кого согласия. Я сначала сделал А и потом уже оставить. показал. Я говорю, вот так. Но наш второй опыт с ней показал, что когда я начинаю показывать, потихоньку делается, это все потихоньку. Нет, не так. Ой, я все плохо спела, плохо сыграла. И запись песни, но знаешь, что длится, наверное, месяц или 2. Мы так ходили, так каждую неделю. Раз, 2, 3. То есть каждый раз мы записывали новые Это песни. может значить, что я петь не умею. Вот что. Я поэтому не люблю записывать часто. Потому что у меня такое ощущение, что Дарья, где твой слух? Эй! А он есть? Я не знаю. Вроде бы да. Да, подожди, а где Когда ты я училась? пою одна, да, есть. Так, после Кузибаева. Я поступила в игру. Нет. Ну, ты уже с музыкой тогда была связана. На специальность какую? Нет. Я вообще не музыкант. А гитару у тебя кто-то? В 6 классе у нас был учитель музыки, звали Валерий. Валерий Александрович. Может, передать вам привет. Я точно не помню, но Валерий точно. И вот он научил в 6 классе играть на гитаре. И все. Все с этого такое началось. Ну да, когда я, например, не умею играть на гитаре хорошо. Я могу играть только как себе аккомпанемент, а какие-то там классные вещи нет. Я не знаю даже... То есть у тебя вообще музыкального образования нет? Музыку ты вообще не учила? У меня есть типа, но это так типа искусство народного пения. А это Фольклор. что такое? Это уже в женской ходила. Да. То есть после окончания школы ты стала как-то развивать свое пение в профессиональном Мне русле? просто нравилось... Нет, не нравилось, а нравится фольклор. И вот. Я думала, куда же мне поступить, учитывая то, что я не люблю математику вообще. И такое идеальное место. Русский язык, литература, собеседование, где надо петь. Yes! Филологический, что ли? Факультет русской филологии. Нет, искусство, институт искусства и дизайна, и там есть такое Отделение? отделение искусства народного пения. То есть там учат пению или как? Больше это, ну, больше практика, да. Есть манеры пения, слушаешь, как поют разные бабушки, и у них у всех отличаются манеры, и надо сперва услышать, а потом ощутить на себе, а потом попытаться воспроизвести. То есть, получается, у вас весь факультет поющий. Все поют. Ну, у нас в группе было 4 человека. Все поют. А
вот манера исполнения песен именно вот в таком жанре, в таком варианте, она изначально в тебе была, или уже это искусство, оно привелось после поступления? Я рада, я очень рада, что я поступила туда, где я училась. Потому что я туда пришла, даже не зная, я пришла за малым, а получила... Да. Я очень Если Если кто никто не... не видит, я описываю слова Даши, я получила вселенную, космос, как говорится. Вот тот момент, когда космос вошел в его голову. Так? Не говори космос. Говорит. Нет, не говори. Просто... Вот смотрите Это наш YouTube. обыкновенная Обязательно манера. прямую трансляцию, чтобы вы насладились. Как она смотрит, как она улыбается, как она поворачивает голову, как она отвечает. Человек сказка. Ну, давай прервемся на рекламу. Нет, давай сначала мы объявим еще раз задание по конкурсу. Давай. Мы для наших радиослушателей и для наших зрителей, которые смотрят нас на просторах интернета, подготовили замечательные подарки от Тектоника. Я думаю, что этот подарок на Новый год будет весьма кстати. Это... Хороший подарок. Я думаю, что это больше даже офисный, он не домашний офисный. Хороший офисный календарь, большой, полноценный, на целый для год. настоящих фанатов проекта Тектоника и не только. Для настоящих фанатов, кстати, нам надо еще было даты, точно необходимо. Так, куда это день, мы поедем куда? А, день рождения Пупкина, день рождения РДК, Фильм на новый Катерика. Ну и Дарья, конечно. Даша, ты родилась? 23 февраля. Ладно. Ты нас 23 позовешь день рождения? февраля? Нас на день рождения позовешь? Смотри. Посмотрим. Так, давайте к нашим овечкам, так скажем, вернемся. У вас есть сегодня, как всегда, в принципе, в любой из эфиров мы дарим подарки. Но сегодня мы дарим для вас календарь, настольный вариант. Что надо сделать? Как говорится, что валялось в багажнике на машине, то и дарим, правильно? Нет, ты же эти подарки сделал специально для Да, но я этого. же положил в багажник. Ну, после того, как сделал. Да, конечно. Вам надо угадать, кто будет следующим героем выпуска программы «Улон», который выйдет в следующей неделе. В понедельник, вторник мы, надеюсь, больше увидим. Итак, слушаем музыкальный звуковой файл. В принципе, она может и петь. Может петь подсказка. Давай, включаю, давай послушаем. Мне попадались нужные люди, наверное, всегда, как бы, и каждый человек из них был для меня учителем. Будь это подруга, там, не знаю, педагог какой-нибудь, да, или просто какой-нибудь временный человек, появляющийся, да, такой вот. Вот, все они мне дали какую-то частичку. Итак, очень простое задание. Вам надо угадать, точнее не угадать, а узнать, наверное, по голосу, кто говорит эти слова, и отправить вариант вашего ответа на наш портал, номер которого 5522. СМС пишем заголовком «Моя», пробел и далее ваш вариант ответа. 85-я и 74-я, да? СМС получит у нас два фирменных подарка проекта Тектоника. А теперь вот уходим на рекламу, потом послушаем хороший какой-нибудь забойный трек. А кстати, знаешь, я же не проанонсировал, я еще опять подготовился. Каждую неделю практически у нас появляется новинка музыкальная. Это новый трек? Да, это играть. И это будет твое любимое слово «космос». Или, мне кажется, тебе понравится. Но это будем услышим все в следующей части. После рекламы мы послушаем этот трек или сейчас? Нет, мы его послушаем в следующей части. Хорошо, договорились. Далеко не уходите, буквально через минутку продолжим наше общение. Мало рекламы? Мало рекламы? Да, минута. А, давай сразу же песню тогда. Буксировщик и даже снегоуборочную приставку на ваш любимый мотоблок. А еще вы получите минимум 10% бонусов для стопроцентной оплаты следующей Либо песню я включу, Другие подробности в магазинах которую ты не приняла. «Символ». Да? Все, наговорились? Что? Один раз. Вот. Не вопрос, хорошо. Как раз у нас эфир заканчивается. Подожди, я сначала включу. Вообще. честно. Что?
где благородство, где уважение ко мне. Ты же не артист. Ты артист? Ты артист. Значит, послушаем песню. Но это не твоя, скажем, что это не твоя песня. Конечно. Нет. Убрал бы ты там балалайку, я бы согласилась. Информация предназначена для лиц старше 12 лет. Или не просто нам написал сделать камеру, проблема сюда еще микрофоны, потому что когда не слышно, если это музыка, она все схватывает, это камера, А сейчас чем занимаешься? А где? Там же у вас это есть, да? Как это называется? До детского сада когда? Ясли. Да? Нет, ясли, куда можно девочек. У меня есть прекрасная был коммунария Монте-Карло, инвайнда 1,5 года выпустили. мастерица. А что ты видишь полосу на русском языке? Вот это. Ха-ха-ха! И вообще такое. У меня получилось обезьянку покушать? Все мы от обезьянки. Почему? Вот так вот стоит, да, у тебя слова? Предложение. Да? А почему? Да уж на 50 на 50 разговаривал. Предложение? Ну, я проверю. Кыл слово. Kalau itu juga kita berdua, kita mungkin dia balada. Балада. Баламон. Мон, баламон. А конечно, Кать. Конечно. Конечно. Сколько у нас? 4? Ну что, слушаем новую песню. Я как раз ее скинул. Нет, у Дарьи. Я ударил все. Я Нет. говорил, мы с вами еще поговорим. Если ты включишь, Что произойдет? я с тобой разговаривать больше не На веки вечные? Прямо всегда, слышишь? И когда мы встретимся с тобой где-то там в автобусе, даже к мне не повернешься. А мне не будет хватать рублей, ты мне даже рублей не дашь? И билет. А ну все, видишь, нормально. И когда будет холодно, ты меня домой пустишь? Ну вот, правильно. А разговаривать не будет холодно? Я? Я хочу донести эту красоту. Я хочу донести. Я донесу, когда Ладно, всё надо. понятно. Донесу то, что мне нравится. Полтиннику донесешь. Что, слушаем сейчас? Спорим? Слушаем, конечно же, сейчас. Будешь говорить? Ну да. Все уже? Да нет, не будем, она сейчас уже как раз поговорим. Ну что ж, это была Алиночка Антонова, замечательной композиции, свадебная песня. Да. Не зря же она эту песню написала. Кстати, Ну, для чего? смотри-ка, Да. написала песню и сразу жизнь пошли как-то гастроли, сразу да. наладилась. Она встретила молодого человека, можно порадоваться за нее. Алиночка! Мы тебя любим. Кстати, у нее сегодня Да. вместе с Андреем Корниловым Точно же. сольный Концерт! А мы его пиарим потому что уже он прошел. Прошел. А как он прошел, мы узнаем в следующей части. Может, даже позвоним Алиночке Антоновой, Конечно, наберем, если обязательно. она не на фуршете после... На фуршете. Да. Нет, я думаю, нет. Мы ее будем, мы ее обязательно наберем, ну и узнаем все подробности. Мы переходим к нашим алнашским. Нашим алнарским или Чигиринам.
обещал какой-то трек послушать. Да, обещал в следующем часе. Даша говорит, что нет. Нет, есть композиция, по которой говорит, что есть переработанная версия, которую мы услышали в начале часа, и есть еще оригинальная версия, с которой мы вот с Дашей мучились 3 месяца, которая она в итоге не приняла. Она говорит, это не нравится, то не нравится. И сейчас я хочу вам ее включить, но Даша говорит, что? То, что после того, как Влад включит этот трек, Сейчас она уже уйдет из студии. уже звук должен был в двери так закрыться. И, в принципе, перестанет общаться с Владом. Так, правильно? Да. А может это сделаешь ты тогда? Ты подойдешь сюда, Не нажмешь так. на кнопку, Не смей. да? Договорились? Да? Договорились. Нет. И на суд жюри. Погоди, Так, мы сделаем совсем по-другому. она вот есть? Сейчас смотри, смотрите, вот ее взгляд, она уже достает пистолет или что у нее там. Она только у меня в ремиксе, не в оригинале. Нет, это про другую песню. Я про другую совсем песню. Понял. Ну, мой понял. Мой. Ну что, включаем? Я предлагаю послушать. Ладно. А она не про, она сказала, что со мной больше общаться не будет. Или будет? Ну ладно, у нас есть еще час, и я думаю, что мы ее уговорим. Либо она ее споет вживую. Ладно. Давай слушаем и потом переходим на вторую часть нашей программы. Так, сейчас, подожди. Ну и, конечно, не забывайте про наш конкурс, в котором сегодня у вас есть уникальная возможность получить от проекта Эктоника 2 настенных календаря. Они огромные, они прекрасные, оформлены в стиле проекта Эктоника. Вам нужно сделать всего одну вещь. Владислав, во втором части нашей программы запустит звуковой файл. Вам надо угадать, кто произносит эти слова, чей это голос, и отправить на наш смс-портал 5522 заголовком «Моя». И 74 и 85 смс получат от нас вот, да. Какое у нас уже время? Даже мы Ну давай, да, перейдем на следующий час. послушаем еще раз этот замечательный голос в исполнении нашей любимой артистки, а потом перейдем на еще больший в плане вокала трек. Я хочу смеяться. Почему? Исполнитель нашей гости Дарьи Никитиной. В общем, далеко не уходите, переходим на второй час программы, так, далее продолжим. 7 часов вечера. Ты нашел трек, нет? Сейчас. Погода. По прогнозам синоптиков, А, в сейчас ближайшие презентуем сутки новый в трек? ожидается пасмурная погода, небольшой снег, Нет, ветер сначала это, южный да. 6-8 метров в секунду. Окей. Температура Давай, воздуха по шапку республике готовь, ночью -3, -8, завтра днем -1, -6. Ну, заглавная В Ульяновске ночью Сейчас. от 6 до Эктоника. 8, завтра днем Она от все время 3 до разная, 5 градусов гуляющая. ниже 0. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 24 воздуха часа. 96%. Вот, давай. Внимание. Информация предназначена для лиц старше 12 лет. Эктоника Лайв. Эктоника Лайв. Самая борзая отбивка во всей Удмуртии. Никто такой даже круче не сделает. Сам себя не И любая другая похвалишь, радиостанция. никто не похвалит, Конечно. называется. Гранчики, еще раз всем здрасте, второй час программы «Кто Всем Николай». привет, кто к нам присоединился, друзья. Ох, с вами, как всегда, мы, Влад Гажак и Петр Пушкин. Привет всем! Всем привет, Подключайтесь к друзья. нашей трансляции на просторах интернета, на нашем канале, на Ютубе. Все очень просто. Ютуб, Эктоника. Заходим, подключаемся. Инстаграм смотрим. Эктоника, И- ВКонтакте Эктоника, везде кругом Эктоника. А еще было бы круто, чтобы на каждой машине были наклейки Эктоника. Ну, в принципе, это можно сделать. А можно запустить флешмоб, мы можем напечатать 1000, не знаю, 2000, 3000 наклеек и будем раздавать их бесплатно на кусочек 9. Ох, дорого это нам обойдется. Я думаю, что да. А надо, что контора оплатит? Я думаю, что нет. Понятно, нам даже записывали не дали. То есть правда, то правда. Ну что, друзья, у нас сегодня в гостях Дарья Никитина. Дарья, которая поет, Дарья, которая... Алжарская. Дарья, которая летает в космос, которая из космоса возвращается обратно. Она здесь, она там, она с нами. Но прежде чем мы продолжим наш разговор,
Я предлагаю- про подарочки. Давай про подарки. В преддверии Нового года мы дарим, я думаю, что эти календарики, если вот сейчас найдут своих обладателей, Вот мы такие сделаем красивые. еще парочку и на следующем эфире снова разыграем, потому что подарок действительно очень хороший, очень крутой и очень стильный. А бумага-то какая плотненькая, знаешь, она не дешевая. Это не бумаги дело, А в чем? А, тут Надпись. кружок есть. Надпись. А какая тут надпись? Электроника сделана с любовью, сделана с душой. Если вы хотите, чтобы в вашем офисе красовался этот замечательный календарь, то вы должны угадать, чей голос звучит в этом музыкальном, точнее не музыкальном, а звуковом файле. Предысторию этого звукового файла вам скажу. На следующей неделе мы запускаем второй выпуск программы «Урон», и этот выпуск программы как раз посвящен этому человеку, чей голос звучит в этом звуковом файле. Итак, слушаем звуковой файл. Мне попадались нужные люди, наверное, всегда, и каждый человек из них был для меня учителем. Будь это подруга, там, не знаю, педагог какой-нибудь, да, или просто какой-нибудь временный человек, появляющийся, да, такой вот. Вот, все они мне дали какую-то частичку. Итак, я думаю, что вопрос очень простой. Все знают этого человека, все знают этого артиста. Да. Просто девушка, кстати. присылайте ваши варианты ответов на наш смс-портал 5522 заголовком «Моя». Далее пробел и вариант вашего ответа. 74 и 85 смс-ки получат от нас 2 подарочка. Да? Хороший Ну а сейчас самое время презентовать песню новую. Даже не песня, это... Я боюсь сказать, что это будущий хит, но это все, вот то, что мы сейчас и делаем, каждую неделю презентуем, это посыл на Open Air, который пройдет в 2019 году на усадьбе Толбабая. Друзья, с усадьбой Толбабая недавно разразилась очень интересная история. Прям осторожней с этим словом. Ну а почему? Почему не можем об этом говорить? Об этом говорит общественность, об этом говорят СМИ. А мы с тобой... По поводу Толбабая мы отдельно поговорим. Ну, знаешь, я в принципе за Толбабай. Потому что с Толбабаем у нас много чего связано. Они мне нравятся, я их люблю. И молодцы. Друзья, они знают, о чем я сейчас говорю, я вас поддерживаю, идите до конца. Ну а сейчас я хочу презентовать песню «Новая обработка» на Икай. Все скажут, это будущий хит. Это будущий хит. Я наделала вот в другой, в другой манере, не то, что я обычно делаю, это бум-бум-бум-бум-бум, танцевалочка. Давайте послушаем, ну а потом мы ее обсудим.
Что? Петруха, Под что чем тебе? писал этот трек? Я пришел в одну прекрасную ночь и засел до утра. Но это же не я. Вот эти восточные мотивы, такие даже не восточные, а вот это, блин, Китай, да, это тоже чувствуется. Почему-то я когда услышал этот трек, почему-то у меня в голове стала прокручиваться картинка из Кунг-фу Панда. Ну да, есть такое маленькое. Смотри, я же почему-то не придумал вот это вот там вот такое вот китайское. Это было изначально в треке. То есть это Айкай изначально так написано? Да, только там все исполняется флейтой, и вот этот сам мотив, вот эта мелодия, она есть оттуда. Я ничего не придумал. Я просто поменял инструменты, ну и добавил современного там. Почему-то я сразу, знаешь, вот если дальше мою фантазию развивать, Влад стоит такой на горе Байгрещ. Это же фильм как это, «Доспехи Бога». Да, в национальных удмуртских таких орнаментах. Так и будет. И разминается, или не знаю как это будет. Совершает какие-то телодвижения танцевальные. Дауртон Бюрона называется. Это вчера не видел Ивана, что пропагандирует свои выступления. Перформанс. Такой был уже? Или это сейчас? Это он есть, Так вот, друзья, вот такая интересная переработка. Пишите нам, нравится вам, нравится. Вот это все частички того, что будет происходить на Open Air 2019. Это будет я очень почему-то круто. ожидал какой-то такой прям танцевальный забойный ритм, а тут такой прям... Нет, я думаю, что у нас есть уже три хита, 3 мощных композиции. И сейчас вот эта первая такая лиричная. Еще сейчас я делаю тему скрич с инструментом скрич. Я думаю, что мы ее презентуем, если я успею на следующие выходные. Каждые выходные у нас эксклюзив. Да где ж такое видно? Работаешь, не жалеешь. Работаем, друзья, работаем. Да, работаем действительно. И, кстати, по поводу нашей гости, которая уже практически забилась в угол, Даша, подойди, она в пожалуйста, шоке. к микрофону. Ну расскажи про твое отношение к песне. Вот ты сейчас послушала. Тебе понравилось? Тебе понравилось? А как понравилось? Ну да, видишь, сделаем твою песню так же? Какой? Не знаю, какую, которую ты сейчас хочешь спеть. Я не хочу петь. Какая молодец. Но мы будем петь. Когда-нибудь. Тебе сейчас позвонила мама. Нет, давайте, знаете... Ай-яй-яй. Что она тебе сказала? Дочь, не Она сказала, стесняйся, я пой. тебя слушаю. Она сказала, где ты сейчас? Я говорила на радио. И что, она такая, я сейчас буду тебя слушать? Нет, ну все, И все. все, на этом разговор всё. закончился. Она решила проверить, все, узнала, где я. Даш, я хочу задать вопрос по поводу твоего псевдонима. Тур я лыс. Я говорила уже. Я не Друг, знаю. вот извини, сейчас, вот я выглядишь как чебурашка. Да? Я делал наушники, одел капюшон и... Лучше снять, да? Да, чебурашка. Так, давай, задавай вопрос. Слава богу, что меня не видно. А, не видно тебя? Нет, меня не видно. Давайте про Тур-я-лыс поговорим. Откуда что? Почему Тур-я-лыс? Что это означает? Это кто вообще? Кто? Я. Так, во-первых, Вот, друзья, Ну, мне ему просто надо не- смотреть YouTube. я просто не хотела, чтобы, если что, было имя Дарья Никитина. Ну зачем? А если так, то и нейтрально Тур-я-лыс и Тур-я-лыс. То Вот такая я бы и не ладно. согласился. Тур-я-лыс. Люди вот голову ломали, когда ты придумал это название, ты мне написал, и я тебя спросил, что это означает, переведи мне, пускай. Иди, говорит, в свою удмуртскую редакцию и спроси их. Я пошел, но в итоге ничего я так и не узнал. Я тур, я лыс. Для меня тоже ничего не говорит эти словосочетания. Ну, Если отдельно, Смотри, если убрать, Тур, тут лыс. добавить, а тут еще букву вставить, конечно, появится другое значение. Ну если посмотреть вот так, А если перевернуть,
читайте наоборот. Вот так совсем не криво. Ладно. Турьялос. Турьялос. Это кузибайский диалект называется, да? Да, не Турьялос вообще, да, Турьялос. Не на произнес- последний же Вот слог, смотри, на обычно- последний слог Нет, делается погоди, ударение. обычно ты говоришь, не переводи в удмуртский язык. Тут я квадрате. даже... Я тут с тобой согласен, что да, действительно, я не могу понять кузибайский диалект, потому что он такой прям... Так ты же там сам рядышком. Вы родился. понимаешь, алнарский удмуртский это один вариант, а алнарский кузибаевский удмуртский это совсем другой. Не надо. Нет, я зацикливаться на этом. ничего против не имею, против кузибаевского диалекта. Он своего рода уникален, он узнаваем. Так разговаривает не только кто живет в Кузибаево. Там дядь Чаян тоже очень хорошо. Вот видишь, Так, вот видишь? алнашки, так, тихо, брейк, так. Поехали. А что означает? Турьялыс, да? Я очень люблю весну. Улас, удмурчаем. Скоро у тебя праздник? Ну, весна скоро придет. Ну да. Да. Зима еще не прошла. А ты так говорил. Так, дальше. Так, Улас. Улас. Меня зовут Дарья. Если убрать да, оставить рья, то рья, улас, монтулас. Все очень Как? просто. Вот скажи Как мне, это? подожди, когда ты мне писала, сходи вот в удмуртскую редакцию и узнай, о чем ты Я думала? просто так сказала, и все интересно. Она хотела выставить тебя голубцом в лице этих людей. Нет, я же сказала, Что? что это ребус. Как Ребус. меня зовут и Ну, и это ты слово. потом уже сказала. А изначально-то как Я не было? успела. А, ты не успела написать? Я уже сразу побежал. Видимо, да. Слава богу, Ну, ты с там этим не вопросом... дождался. Да, ко мне не в подходил. Удмуртии нет, слава богу, не написал. Но Можете, пожалуйста, знаете, перевести? потом, когда я писала диплом, Так, тебе это помогло? в принципе, можно было и самой догадаться. Есть такие маршрутно-родовые имена. И это, например, Турья. Глубоко копаем. Турья — это журавль. Не журавль, это что совпало. Очень классно. Друзья, заметьте, ей нравится весна, журавли. Тут интерпретировать можно Есть что-то совсем по-разному. земное еще, попроще что-то. Что тебе нравится? Шоколад, машины. Что? Вот, друзья, вот мы сложили пазл. Чему это Весна, всё? журавли и арбуз. Нет, я же говорю, что у тебя в голове. Вот что у него в голове сейчас и происходит. То есть турьялыс можно интерпретировать не от того, из каких элементов оно состоит, а от того, какое настроение у тебя в этот момент. Вот здесь настроение, вот оно. Боже мой, все как Оно сложно. а? здесь. Спасибо. Да. Все как сложно. Ты Да, стала понимать. да. Или ты стал понимать, Нет, или не я понимать? стал понимать, и я, когда начинаю осознавать, что я понимаю, в этот момент я вообще перестаю все понимать. Правильно. Вот я так же. Мы с ней зашли в студию на запись. Сели, я там стал расставлять микрофоны. И я понял, что уже прошло полчаса. А ты То даже есть я задаю одного вопросы фрагмента и не понимаю, записал. что она меня еще глубже куда-то вот так вот я проникаю еще, и ничего не могу понять. Как человек вообще живет с этой головой? Давайте просто споем. Давай споем после рекламы. Рано еще до рекламы. Или тогда послушаем сначала трек какой-нибудь хороший, а потом еще раз озвучим наш конкурс, потому что я думаю, что в половине часа нам надо уже делать какие-то итоги промежуточные, а потом уже послушаем Дашу либо живьем, либо послушаем трек, после которого она обещала уйти в студию. Да? Давайте в Я конце... могу уже сейчас. Ты можешь сейчас уже выходить. Хорошо. Можешь попрощаться? Где Чилуэ? Так, ты куда собираешься? Она собирается, да, Она уходить, собирается? да. Так, останься еще здесь, останься. Мы еще не успели песню. Слабон. Ну, я просто всегда так меньше, когда я говорю про песню, ты сразу такой... Тигр! Весна, журавль и арбуз. Ну что, все логично? Тигр? Я лыс. Ты намекаешь? У тебя какое время года самое любимое? Лето, Весна, лето. Не. Разве Лето. может быть иначе? Лето. Я люблю, когда тепло. Я люблю, когда тепло, но не люблю, когда жарко. Тоже хорошо. Гусламьем ты будешь.
Гуславьем? Да, Если по этой же цепочке. да, ну если исследовать этой логике, по которой... Чё кто гу? ест. Арслан. Гужем. А, Гужен, да. Гу Арслан. Гу Арслан. Гу Арслан. Гу Владислав, Слав, Гуслав, Ем. Гуславьем. Как Великолепно. Гуслав? Гуславьем. Лав. Слав, Гуславьем. Лав. Гуславьем. Ем. 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 Гужем, ем. А у тебя как? У меня самый любимый время это весна тоже. Ну, Что? Тутя лыс. Тутя? Тутя лыс. Я Лав, а ты Тутя. Это сюда бы как-то повесить. Почему там хорошо видно? Так, Ты готова? что дальше? Давай споем песенку. Буквально чуть-чуть. Если не хочешь, чтобы мы включали, Что мне спеть? давай что-нибудь такое клубное, такое модненькое. В клубе темно. Оу. Мой маленький клубе, Монако, это очень отчасти. Давай. Давай, она это вы, которая называется, да? Да, она есть у меня. Вот сейчас. Вот она. А как их Вот послушать? моя мама, например, расстроится, если она услышит эту песню. Она расстроится в каком плане? Почти по смыслу. Которую мы сделали? Или какую? Про клубы? Про какую сейчас песню ты говоришь? Какие клубы? Про какую песню ты говоришь? А ты про какую? Ты Про что хочешь включить? песню под гитару, которую мы записывали с тобой. 100 раз. Я ее хотел Без включить. обработки? Я не помню, там обработка есть. Ну, дай мне послушать. Сейчас реклама будет. У меня просто все отсюда идет. Говорят, ты пела в фольклорном ансамбле «Печи берекет». Кимберас! Что это такое? Тебе рекесо, пичи я куик, вас меня еще школьный ансамбль ма. И ты там пела? Ну да, Ну да. ну там Ваня. Погнали. Все, давай красиво уберу. Красиво уберу сейчас. Давай. Давай на рекламу. Сразу. Предупреди меня. Давай. Реклама. Информация предназначена для лиц старше Это 12 самый лет. модный эффект. Снегопады. Все еще с замиранием сердца ждете ближайшие снегопады? Приходите в магазины «Север Инструмент» и вам обязательно подберут снегоуборщик, мотобуксировщик и Ладно, даже я щас включу. снегоуборочную приставку на ваш любимый мотоблок. А еще вы получите минимум 10% бонусов для Вначале включи микс, 100% как обычно, оплаты тихонечко. следующей покупки. Сроки Чик-пык. подробности в магазинах «Север Инструмент», Служебский, на Мельничной 34 и Маяковского 42А. Что за праздник? Давай на новости уже. Мы о Линке же хотели Только сказать. сегодня во всех магазинах есть А я, Я не успел. так я хотел подбыть к этому. пельмени русские восточные. 139,99 за 800 Я же грамм. так что, с крыльца скачал? Делишес 54,99. А что, ну если так заломал, такие новости, какие-то все. Опять кто-то с кем-то там развелся, кто-то там кого-то бросил. Удмуртии предупреждает. Вдруг покрылась вся вода слоем льда, как серебра. Потянулись к водоемам рыбаки и детвора. Все забыли про беду, что таит ходьба по льду. Тонкий лед сейчас прекрасен, популярен, но опасен. Шаг ступить и нет тебя, поглотила полынья. Жди мороз, чтоб толще льдов выдержал ходоков. Берегите себя и своих близких. Центральный совет Реально, ОСМ Удмуртской республики. Телефон рекламной службы 600 550. Информация предназначена для лиц старше 12 лет. New music. Ну и мы продолжаем зажигать на волнах радио «Моя Удмуртия». Кто Николаев продолжается. И продолжаем общение с нашей гостью.
А кто у нас сегодня гость? Дарья, убирай телефон. Вот эта молодежь сейчас пошла, в телефонах сидит и Никогда сидит. такого не было. Как-то Мы не было. вот уже 1,5 часа пытаемся раскрутить Дашу, чтобы она исполнила лайфом свой Ну, очередной я же трек. сразу сказала, что не буду петь. Почему тратить время? Правильно. Поэтому Света, зачем? сразу Давайте слушаем. послушаем просто и все. Слушаем. Акапельно. Дарья сейчас в позе вот этой злой тигрицы в нападении. Ау! Давай запускай уже, послушаем, потому что все хотят насладиться этим творчеством. Нет, давай еще нет, в конце часа, Хорошо, давай. Да, пока Дарья готовится, мы послушаем нашу фирменную рубрику. Как она называется? А погоди, тут, кстати, я хочу, знаешь, какой вопрос обсудить? Некто Игорь нам написал по поводу того, что вот эти вот фольклорные задатки в Даше Тане, они неспроста. Они еще в далеком детстве зародились, когда Даша, будучи, я не знаю, школьницей, принимала участие в неком фольклорном ансамбле под названием Пичиби-Рикет. А об этом она не сказала. Да, кстати, не говорила. Утаила. А Подробнее люди-то, общественность знает все. Что там сказал? Зибаевский пишет нам про Пичиби-Рикет. Что это такое? Ну, это такой фольклорный ансамбль был у нас. И руководила, и создавала этот ансамбль моя классная руководительница, самая первая учительница Лаврентьева Елена Дмитриевна. То есть как Ей раз большое спасибо. Елена Дмитриевна, можно сказать, Повлияла. Она познакомила. Да. Поспособствовала тому, что Даша полюбила вот эту вот фольклорную тематику, фольклорное направление. Да, спасибо. А король и шут когда появился в твоей жизни? Потому В 4 классе. что мы Что появилось раньше? До 4 класса был Пичиби-Рикет. Так. А потом мы выпустились и пошел И пошел. король и шут. Старшая сестра слушала это. Песня «Кукла колдуна» моя первая. Это прекрасно. Вот С оказывается, этого кто всё повлиял-то. началось. Просто вне эфира я у Даши спросила, я говорю, а кого ты слушала вообще в детстве? Кем так заслушалась? Она говорит, король и шут. Ну так, вопрос особенно. Все слушают. Король и шут, да? Да, я тоже слушала. Все слушают. А сейчас? А раз уж тема пошла сейчас, Что? кем заслушиваешься? Я... Ну, можно даже не брать удмуртскую эстраду. Можно не брать англоязычную эстраду. Можно взять российскую. Ну кто вот тебе нравится? Эстрада? Мельница. Так. Ну это тоже такое фольклорное направление немножечко. Вот. Я много слушаю музыки. Не зарубежной, но у меня такая... Я не запоминаю имена, кто поет, какое название песни. Я просто слушаю музыку. А из удмуртского мира давай кого-нибудь похвалим. Кого-нибудь? Давай. Кого-то того же. А некого! Вот раз. Да, ответил? Ну и... Нет, есть Да, достойный. кто Ты это? нет. Кто? Не я. Я недостойный? А, я ж не пою. Так. Это все разрешилось. Ура! А ты знал, что Петруха поет? Нет. Спой. О, это все классно! Нет, давай еще. Кроме нас, кто есть? Мне нравится, как делает музыку Silent Figure, именно музыка. Очень красиво и качественно. Со вкусом. А исполнители? Кто, на твой взгляд, несет вот эту ценность удмуртского языка, доносит эту красоту? Представление такое в голове, что удмуртская поп-музыка, она вообще не котируется в голове у Даши. Это вообще мир, который для нее Обошел ее не стороной. Он существует. существует. Я очень обрадовалась, когда появилась песня у Паши Павел Александрова «Войну с Отче», потому что Опять мои обработки, наверное. это Понятно? такой колорит, и это тоже было со вкусом не такой тынс-тынс-тынс-тынс, нет, это... А, ты про мою версию сейчас А, в говоришь. принципе, Да. вся музыка это тынц, Нет, тынц, или тынц. такие элементарные гармонии, или так далее. Том-пом-пом-пом-том-том-том-том-том. Ну, как говорят, что в Без удмуртском этого. мире, в удмуртской музыке, там 3 ноты, да? Все. Ну, это смотря какие ноты. Любовь Михайлова нам пишет: Даша, пламенный тебе привет. Ты очень яркая, очень талантливая и симпатичная девушка. Там ты батя. Пускай новые песни тебя рождаются, и пускай тебя все видят. Вот правильно говорят.
чтобы рождались песни. Они рождают. Ну давай показывай, что они. Вот они есть сейчас у тебя? Например, я спела песню, которую записала. Еще надо? Написала. А позавчера? А позавчера? Нет, я давно уже не писала песню. Знаете что? Вот Игорь, продолжая нашу тему про пичиберитет, говорит, что на просторах интернета, в частности на Ютубе, есть видео Так, выступление пичиберитета. Игорь, скиньте, пожалуйста, Скиньте, пожалуйста. ссылочки, мы посмотрим на вот эту пичи-пичи. Пичи-пичи Дарью Никитину в 3 классе или 4 классе, где она там выступала в качестве артистки фольклорного ансамбля. Там было много детского детей. пичиберитета. Я думаю, что мы это узнаем. Ну смотрите. Знаешь, там сразу видно, у кого космос в голове. Эти дети сразу выделяются. Ну ладно, друзья, прерываемся на нашу фирменную рубрику «Новости». Поехали! Короче, новости. Ну что, Петр, твоя первая новость. А дай мне бумажку. Да, точно, можно новости. Итак, как всегда, наш внештатный корреспондент, который тоже ничего не получает за свою работу, да? Горжуля, сделал очередной анализ. Я сделал очень сложную работу, я нажал Ctrl-C и Ctrl-V, да, правильно. Просторов интернета и надыбал аж целых 2 новости. Но это 2 новости, которые связаны с нами, с Тектоникой. Так, давай, начнем с первой новости. Я, конечно, люблю Ты скажи, а я подчеркну, кто этот человек. Я люблю этот коллектив, я очень прям люблю музыку, которую делает этот коллектив. Так. Скриллекс должен заплатить фанатке, ушедшей с его концерта с инсультом. Ну, друзья, чтобы вас не вводить в ступор, кто это такой человек, мы буквально вот маленькая нарезочка этой музычки. О, так это же Тектоника. Вот, слава богу, примерно вот в таком русле развивается творчество коллектива Скриллекс. Кто не знает, кто они такие, посмотрите парочку клипов на ютубе. Там очень круто, там очень круто. Это профессионал, прям, это электронщик, у него много наград. Но почему к Тектонике относится? Итак, давайте поподробнее узнаем, почему же Скриллекс должен заплатить фанатке. Суд обязал выплатить почти $1,5 миллиона поклоннице, которая пострадала на концерте. Интересно, как они высчитывают эти суммы? Я не знаю. Как сообщает там... Одно известное издание? Да, издание, что концерт прошел в 2102 году. Это что такое? Подожди, это старая новость, наверное, была. В 2014 году. В 2014 году. Да, ну и только сейчас вот предъявили уже это обвинение. Я к чему? Не суть же важно, кто пострадал, на кого был иск. Потому что Тектоника, вот представь, на нашем с тобой мероприятии, когда у нас есть тоже подобные песни, о которых сейчас мы готовим к Open Air, там есть такие же хорошие запилы. И представь, на нашем мероприятии кому-то станет плохо. А почему? У нас есть такие прецеденты. Были? Да. Нам всегда говорят, включите нормальную музыку. Да. Включите нормальную музыку. Но, опять же, вот на последних 2 мероприятиях, в пятницу и субботу, где мы были? Мы где были? Мы были в Игре, в Можге. К нам не подходили. А что, почему? Потому что у нас была хорошая охрана. Кстати, подходила одна женщина и сказала, сколько надо заплатить... Это мы уже, вот этому. Сколько надо заплатить, чтобы музыка перестала звучать? Вот, это хорошее. Я говорю, а почему? Это было вчера. Так. Я говорю, а почему? Игринцы, вам привет. Моей подруге не нравится ваша музыка. О, то есть она хотела сделать приятно. И в этот момент играл трек Алины Антоновой «Шудо». Алиночка, мы тебя наберем скоро. Ладно, переходим. Но, знаешь, я так прям очень умеючи перевел наш диалог в такую добродушную беседу, что она... Скажи, просто ты взял у нее деньги? Нет. Она сказала то, что мне нравится все. Но вот моя подруга, она совсем не понимает на удмуртском языке. Я ей сказал, подождите, пожалуйста, через 2 трека мы включим русскую композицию. И она сказала, хорошо, и ушла. Всегда бы так. Вот всегда бы так, друзья. Ну, всегда. Так, вторая новость. Желательно, чтобы не было таких прецедентов на наших мероприятиях. Вообще ни у кого не было. Вторая новость. Вот вторая новость, она прям вот такая горячая. Прям вот только что из печки. В Удмуртии разгорается спор из-за бренда Tall Bye. И все это сейчас такие...
Как так? И это впервые, когда, вот, знаешь, шоу-бизнес, когда деньги входят в удмуртский мир. И с этого дня мир уже не будет прежним. И Толбабай не будет прежним, я думаю. Я думаю, что да. Битва за Толбабая в Удмуртии разбирается. Скандал вокруг сказочного дедушки, сказочного, который по совместительству еще и туристический бренд Удмуртии. Причем, как выяснилось, официально уже зарегистрирован в 2012 году. То есть это, знаешь, это не вчера, это не летом. У тебя какая-то путаница с цифрами. Так, что? 2021 год написано. Это где? Патент выдан. Все. Это я не туда смотрю. Сейчас мы, друзья, всех уже запутаем. И, друзья, у товарного знака есть владелец, и он запрещает его использовать. Ну, мы не будем разбираться, потому что наша программа, она вещает, как говорится, только положительные все новости. Мы не хотим никого рассорить, поэтому, ну, не знаю, ты сам что думаешь по этому поводу? Вот лично для меня изначально вот эта новость была какой-то дикостью. Я думаю, как так? Кто посмел? За Толбабая и брать деньги? Кстати, там в договоре, скорее всего, расписано, сколько стоит выкуп прав использования бренда Толбабай. Мы, конечно, так глубоко не копали, но если дальше эта тема как-то разовьется... Я предлагаю позвать нам. Это прям интересно будет. Сколько стоит, например, позвать Толбабая на... Эфир. А может мы в следующем... Подожди, мы его позовем на наш новогодний выпуск и узнаем, как все это завершилось. Можно. Поэтому давайте, друзья, решаем все мирно, без конфликтов. Это же мы, это же удмуртский мир. Это же наши друзья, наша семья. Просто для меня испокон веков Толбабай это был таким, просто, не знаю, героем, что ли, удмуртским, который так ставил... он и остался. По этому поводу же нет никого, что он перестал, не знаю, как будто он ловил мошенников, кормил детишек сладким, а как будто вот после этого патента он перестал это делать, выполнять свои обязанности. Просто я прям вижу, что некоторые люди, когда, не вдаваясь в подробности, прочтут вот эту вот новость, а для них Толбабай перестанет быть как таковым Толбабаем. То есть лицо этого сказочного персонажа, который светлый, добрый, который дарит подарки, он немножко, так скажем, завуалируется вот этой вот финансовой составляющей, что ли, которая вот связана как раз вот с приобретением патента и так далее. Ну, я думаю, что брендировать надо было давным-давно, что и правильно сделали, потому что, естественно, вот кто занимается брендом, кто развивает данный, данный по-простому товар, продукт, да, тот, кто как бы должен его развивать, кто вкладывается, все логично. Все, да. Ну, друзья, давайте входим с миром, поэтому, если этот скандал продолжится дальше, мы позовем уже на наш эфир экспертов и будем решать. Грядущий Новый год также пройдет с Толбабаем, также с подарками, также с поздравлениями, ну и, конечно же, с Людмилой. Да. Все правильно. Короче, новости. Прям короткий выпуск у нас получился новостной. Короткий, хороший. И заметь, скандал на скандале. Ну, куда деваться? Даш, ты где? Друзья, у нас в эфире Дарья. Дарья, подожди пока, готовься. Давай объявим конкурс обычно. Да, кстати, по поводу конкурса, гажанчики, прям вот внимательно сейчас слушайте, потому что ваш слух, он понадобится, потому что на следующей неделе мы выпускаем второй выпуск программы «Улон». А кто не смотрел первый выпуск «Улона», может зайти к нам в группу ВКонтакте, зайти видеозаписи, найти Николай Анисимов, выпуск первый «Улон». А вот второй выпуск посвящен другому, не менее известному удмуртскому артисту. Ваша задача по голосу узнать, кому же посвящена программа «Улон», второй выпуск. Итак, слушаем. Мне попадались нужные люди, наверное, всегда, как бы, и каждый человек из них был для меня учителем. Будь это подруга, там, не знаю, педагог какой-нибудь, да, или просто какой-нибудь временный человек, появляющийся, да, такой вот. Вот, все они мне дали какую-то частичку. Ваши варианты ответов присылайте на наш смс-портал 5522 с заголовком «Моя».
74 и 85 смс получат от нас подарок в форме настенного календаря на грядущий 2019 год. Кстати, по поводу трансляции нам пишут, чтобы Даша погромче говорила и поближе подходила к микрофону. Все говорят только «Даша, пой, Даша, пой». А в этот момент, пока это мы... все из-за пока- вас. Да, из-за нас. Пока Петруха говорил условия конкурса, Дарья писала новый шедевр. Нет. А что такое? Это маме письмо ты строчила? Что Да. это? Да. Нет. Ну, ты готова? Нет. Что? 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 Что надо делать? Просто подойти к микрофону, Так. настроиться Да. и начать не Петь. раздеваться. Нет, нет. Петь, Я петь. Нет, ладно, ладно. Что за... Это, кстати, Что на а намеки? хорошая программа будет. Эктоника 18+. И будем выходить с тобой в 12 часов ночи. Я думаю, что мы сделаем один выпуск нашей программы и нас уволят. Но, как говорится, кто не пробует, тот не пробует. Дарья, готова? Все, музыку делаем тише. Мне петь, да? Да, пей. Да. Мы прям просим. Народ просит. Хорошо, все. Прям громко. Ну, это из-за вашей музыки не было слышно. Ладно. Но без гитары неинтересно. Ну и ладно, да? Ну ладно. Сейчас. Тапочка читало за мугора, пошвирес читало за чулем, тузон шурес валекельтем падио, осмеку меда, чушало жаль зорен. Монне бода залектана зоруле, кужмогу дерьями юльога салмуземес. Quares veleushem kobak shvuen, mon pajasal shulem as muziemlen. Tediktem kiosan nola zektem amduren, mon parokorkano malpaloder done. Вадо вале со мной джагар то шобрет, мешин ё смеканёса, то не малпаса. Моне потезалек даната зоруле, кужмогу дерьями юльога салмуземес. Quadrias veleushem kobak shvuen, mon pajasal shulem as muziemlen. Нож монсовичко, квачмем бузио, сам пинюла вечка, жартена тузон. Мон додичко, так арчмем вам ё смемон. Тончу пасала челкат ё слечно юнгес. Монне потезалек даната зоруле, кужмогу дерьями юльога салмуземес. Quares veleushem kobak shvuen, mon pajasal shulem as muziemlen. Shina janvesh puksho busio, sna pachel memon chechio shashkayen. Tapışkajes chidalo za mugo, ora lupishkones chidalo za shulem. Monne potezalek danata zorule, kujmogu dерьями юльога салмуземес. Quares veleushem kobak shvuen, mon pajasal shulem as muziemlen. Mon potezalek danata zorule, kujmogu dерьями юльога салмуземес. Quares veleushem kobak shvuen, mon pajasal shulem as muziemlen. Мне кажется, даже слова лишние. Гениально. Это было красиво. Конечно. Конечно, конечно. Друзья, если вам понравилось, пишите нам. Дарья, ты супер. И нет ни одного комментария. Обязательно, сейчас они полетят. Знаешь что, я сразу же вот перебью. Будем делать на эту песню обработку. Я вырежу завтра эфир. А капелочку Я вырежу. лучше приду и давай запишем. Нет, нормально. сначала я накидаю все на нее, а потом уже ты придешь уже и на рыбку уже, да, запишешь. Просто прям хороший ритм такой и песня. О чем песня? Песня называется «Гужем зор». Авторская? Чья песня? Ему ничего не говорят. Нет, как-то гужем, как-то гужем. Гужем? Мне же нравится гужем. Мне всегда нравится гужем. Я. Особенно, Теперь когда уже очень знаю. жаркий гужем. А зоро гужем тельше. Когда Тельше много хорошо дождей. Да. Очень круто! Леричи Берг! Потрясающий Ой, песня! Да. Вот я же говорил, сейчас понесется. Еще раз доказывает, что тебе надо петь. Надо петь и не надо для стесняться всех этого. петь. Я не отказываюсь петь, я просто хочу же сделать качественную, хорошую свою музыку. Ну, ты понимаешь, что надо делать.
Это Я телега, ищу человека. телега А сдвинется как с кличешь? места Как только кличешь? тогда. Давай сейчас бросим клич на всю республику. Давай, Дарья, давай. сейчас. Давай, говори, какие нужны вот Какие тебе, да, требования, чтобы правильно, трек вышел в народ, чтобы его можно было слушать? Чтобы она мне нравилась, да. Мы ищем аранжировщика. который сделает мне качественную музыку со вкусом. И как мне надо вот так. А у тебя деньги есть? Ну, смотря до сколько, да. То есть ты готова вложиться в музыку? Ну да. Ты готова тратить последние деньги на музыку? Если это стоит того, да. Это хорошо, когда артист вот до последнего. Это было бы классно, мне бы больше уже. Я была бы довольна слушать. Довольна так. А сейчас ты недовольна? Нет, чуточку, да. Я хочу услышать свои песни так, как я слышу их внутри себя, чтобы я хотела с ними делиться. Получается, Никто же не первая хочет версия, которую я сделал, обработку, и ты ее потом запрещала часто ротировать на радио. То есть она тебе не нравится, получается. Она нормальная. То есть есть еще категория нормально И нравится. нравится. Ну, я ничего не имею против. Нет, нормально. Но ты понимаешь, что если песни, которые тебе сделают, тебе не понравятся, а Петр будет их крутить тоже часто. Это хорошо? Или также будешь говорить, отдать песню Нет. неделю? Поначалу это хорошо, а потом уже не надо. Ну, месяц, например, звучала песня, потом уже не надо ее все время включать, нет? А есть такие хиты, например, которые живут годами. Да. Тот же самый Италмас. Да, я думал, Песни сейчас про Киркорова. лет 7. Единственная моя. У меня тут цвет настроения синий стоит. А не надо сказать. Вот смотри, песня Италмас. Ты не знаешь песню Италмас? Там У Алены Тимирхановой. много песен и Талмас. У Алены Тимирхановой. В исполнении Алены Тимирхановой. Вот, песня написана 7 лет назад. Да? Да. А знаешь, что мне понравилось? Вот вчера на мероприятии, когда Алена спрашивала, ты спрашивал, друзья, какую вам песню вспомнить, в исполнении там, я не говорю, 2 песни, 2 хита, которые сделали мы с Лёкой, это Италмас, и мне было так приятно! Это камень Вайки на город. На! Песне 7 лет, и до сих пор народ знает, народ просит, и народ хочет слышать эту песню. Это хорошо. Это хорошо. А представь, своими песнями хотите то же самое. Хорошо, отлично. Но ты говоришь, что месяц и хватит, больше не надо. Ну, это же, я же не говорю, что моя песня должна кому-то понравиться. Если она нравится, если просят, то пожалуйста. Но если нет отклика, зачем все время ее крутить? Смотри, такая ситуация. Песня попадает, новая песня, которую ты запишешь, я уверен, ты ее запишешь. Попадает в ротацию, звучит целый год, попадает в номинацию «Песня года». И тебе присуждают, ты попадаешь сначала в десятку, и тебе присуждают на первое, второе, либо третье место. И надо выходить и выступать перед большим количеством людей. Ты готова? Концертный зал Аксиона. Ну, если я морально подготовлюсь. А вот еще какие. Знаешь, а иногда думаю, зачем концерты срываются? Артист заболел, а тут еще появилась снова графа. Ну, если я настроюсь. Моральный Да, срыв. конечно, надо настроиться. Не с той ноги встала. Сегодня не тот день. Кошка перебежала Простите, дорогу. люди, да. У Лари сегодня было не Вот, очень например, настроение. когда паровур, я ведь настраивалась, я понимала, что, как ты что настраиваешься? мне страшно, что я не хочу туда выходить на самом-то деле. Я говорила, давай, все же нормально. Боже мой, как все сложно в Да этом. у всех так, они, может, наверное, просто не говорят. Я не Нет, думаю, да, что все весна, так выходят журавли и уверенно. арбуз только в этой голове. Больше у других этого нету. Вы, наверное, просто не спрашивали у других. Я, знаешь, я общаюсь с кучей артистов. С кучей, Вы думаете, постоянно. что все выходят на сцену и говорят, да ладно, сейчас спою. И все? Ну да. Заметь, у большинства именно так и происходит. Но некоторые нервничают. Ну, От как зала тоже так? зависит. Не знаю, тогда. Когда ты выступаешь там 5 человек, либо у тебя Может, там они уже тысячная много толпа. выступали? Смотри, тут два варианта. Либо Даша прям очень-очень творческий человек. А мы таких не любим. Прям очень творческий человек. Прямо. Нет. Я даже не знаю, как назвать. Гипер. Степень Я этого. нет. Нет? Нет? Тогда второй вариант остается, но я не буду его озвучивать. Весна, арбуз и Да, журавли. да, именно в этом русле.
Давай прервемся на песню и наберем Алине. Да, пойдем уйдем на рекламу, наберем Алине и подведем итоги нашего конкурса. Песня или реклама? Песня, реклама. Песня. Она Давай короткая. сначала песня. Давай. Да, он сейчас... Алинка там играет? Я просто хотел сказать... Улетевший человек. Это хорошо. Это плохое. Нет, это... Когда я говорю, у него вкусный человек. Собери маркину лист, собери екран косіс, собери баньми зберіз, ну мої ейкар, ну мир, ну мусоє, мир, 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 ну мовіть окшори не лаш, там вітер то до зимос п'яш, там є їх де курин кар, гиняки їх душа і мар, мусоє їх де курин кар, де переходиш кот чувак, пожалуйста, їх де курин кар, мовіть я рад сатом мар, мусоє їх де курин кар, моргулева лидерем, запаши сумочка не крем, якщо кошки з вожден вай, куки на лулу витож бай, ну ладно, мон кошки косить, пічик дом не лаше син, ну киден тон, ну що за сіть, толкулепав мене бачти, купти мене інстаграмі, удаліть кар, демонки, маркину кар, енцую мі, енпецетону мі, окей, ну бон я рам дамо міштем, ну бон я рам он виноват, ну шкешьон ти не бештем, ну шкін масаж вайшли зірат, каче футбол, каче шьос, ой, да відлом ресторане, вона модійка не вопрос, та мене ж ти мечатине. Та мене ж ти мечатине. Ну давай. Очередной, прям такой хороший трек в исполнении группы Million. А я думал, ты поставишь рекламу. Да? Да. Придется поставить подклад. Да. Давай сначала, потому что рекламы чуть-чуть еще времечко есть. Позвонил я Алине Антоновой. Так, и что? Итак, Алина Антонова сказала нет. Устами Алины Антоновой? Сказала нет, что я сейчас разгребаю подарки, цветы, которые мне подарили во время концерта. Я уже представляю. В общем, ей некогда. Вот это вот эти звезды, знаешь. Сам. Но, судя по голосу, концерт прошел хорошо. Это хорошо. Довольно. Она к этому и стремилась. Она хотела выступать, а выступала практически сольно. Время кормила. Но сольное, полностью сольное выступление у нее еще впереди. Ну, я думаю, что обязательно мы после эфира уже свяжемся с Алиной Антоновой и спросим, как все прошло. И надеюсь, как-нибудь она сама придет сюда. А может быть, друзья, если кто заходил сегодня на концерт Алины, напишите да, нам, кстати, как если все прошло. есть такие, напишите обязательно. А вот теперь ходим на рекламу. У ювелирных салонов «Иномар» новогодние сюрпризы. Большое поступление ювелирных изделий «Соколов». Скидки до 55%. Забери свой подарок. Gajamon Ujgakalık, Komuneti Ноябре, Мон Наталья Ушакова. Etişko telediz yaratomnimo bajjim сольный концертам. Telediz vojma паймилонному кыдез бурдяй шоу. Туаларик ёс ничуленкой потишгурьёс. Музыко хореография, яркий костюм ёс. Концерта ожик перешко шулдык ждансамбль, но едит удмурт кырджащёс. Ужрадор чёс Комунети Ноябре, любитель культуры дворецин, Куача Сынджик. Юаляшкуно, Ним дасижим, Витонца Мысномрия, 0+. Транспортную компанию «Комус Логистика» требующая водителей категории Е. Официальная зарплата от 30 до 50 тысяч рублей. Удобный график. Телефон 8 912 450 57 08. 8 912 450 57 08. Внимание! Грандиозно, феноменально! Новое
Феноменальная ставка по кредиту на новый А также всего миг запущен как раз. на 10-е годовые. Скорее приезжай в Автомир Глазов. Сейчас будет подводить итоги. И забирай свою авто. Автосалон С тобой Автомир вместе. Глазов. Сулимова 39. Телефон 551 54. Автомир Глазов. Честно, выгодно. Ты одна или у тебя парень? Угадай. Давай. Понятно? Нормально. И моя? 3, 2, 1. Знаешь, что это вот? Электроника лайф. Твои глаза самые... Электроника лайф. Лайф. Да, настал тот момент, когда я начинаю радовать вас. Эх, нам бы еще 4 часа, да, Петруха? Осталось всего 10 минут. И нам надо подводить Даже итоги 8 конкурса. минут, 8 минут, да, давай сразу. Итак, Ты сегодня... скажи, мы вообще дошли до этого до порога? Даже больше. я тебе Ох скажу. ты! Моя Мы удмуртия сегодня заработала набрали, денег. знаешь, сколько? О, даже еще 4 смс-ки. Сейчас я Так, обновлю так. страничку нашего смс-портала и... И? Ого, мы получили за время нашего эфира 93 А смс-сообщения. мы опять самые лучшие. Угу, крутые. Итак, я уже во время рекламного блога выделил для себя победителей. Итак, внимание, слушаем все. 2 подарка в виде фирменных календарей от программы Эктоника сегодня забирают абоненты, чьи номера заканчиваются. Первый номер заканчивается цифрами 6408. Ура! Мы вас поздравляем, вы забираете календарь на 2019 год от проекта Эктоника. Ну и такой же идентичный второй календарь уходит абоненту, чей номер заканчивается на 1258. Ура! Надо записать твой, Да, и твой ставить голос, на да. отбивке. Слушай, а ты Обработать. как-то вот статистику ведешь, чтобы у нас не выиграли одни и те же номера? Нет? Такого не было? Ну, бывает, тут написано... А в конце года мы самого лучшего, кому вот везунчик года. Тут, сделаем конечно, отбивку. есть статистика тех людей, которые... Вот А есть кто прям по 5 отправляет? абонент, который заканчивается 8882, написал на наш смс-портал 262 раза уже. За весь период своей жизни? Да, Или за наш вот этот... А, нет, за наш не может быть. За то время, пока у нас вообще существует... Есть этот какой-нибудь самый смс-портал. безумный ответ? Самый безумный ответ, ну, многие угадали. А что было из безумного такого? Из безумного ответа Алина Антонова была. Алина Антонова, Тимирханова, Алина Антонова, Алина Антонова, так. Тимирханова, Алена Тимирханова, Алина Антонова. То Потом есть, будет Алина Тимирканова, такие Алена Антонова. Ответы разнятся. Действительно так похожи голоса? Даш, похожи голоса? Понятно, вот человек. Алену я тебя слышала, а Алину нет. А у Алины были песни. Ну, понятно, друзья, все Понятно. Весна, весна, арбузы. Мир удмуртской популярной музыки, который не так... Вот, Даш, вот ты сейчас, вот можно сказать, осчастливила тех людей, которые выиграли календари. Они благодарны тебе. Ура! Yes! Кстати, Молодцы, по поводу ребятки. твоей просьбы. Нашлись люди, которые готовы записать. Кто? Кто Крис это? Фейдер. А, Крис Фейдер. Он говорит, ну это же не бесплатно. Кстати, вот, брат, я знаю этого человека, этого парня. Я ему обещал, что я отыграю его трек, его версию на трек «Ой, ты чемпион iOS» в том выпуске. В этом на этот перейдет. И опять переношу на следующий. А знаешь почему? Потому что он слушает эфиры. Это же хорошо. Человек хочет услышать свою А песню. он все в надежде, А он всё когда в надежде. звучит эта песня. Мы обязательно в следующем эфире мы ее включим. Ты смотри, не затягивай, а то он скажет, что... А ему да, будет повод, нет, пусть еще песню делает. Это хорошо. Они обещают и не исполняют свои обещания. Ну, самое главное, мы дарим подарки. Ну это тоже хорошо. Это хорошо. Так, давай все, выходите уже на финишную прямую. Еще раз хочется сказать огромное спасибо нашей сегодняшней гости. Дарья Никитина у нас была, человек-космос, как вас сказал, и я прям согласен с этим утверждением. Да? Да. Теперь вот я знаю, Как как там? человека. Весна, Весна, арбузы, и журавли. Весна, арбузы, журавли. Это прям рэпчик такой получается. Тебе нравится? Нет. Понятно. Ну, Даш, тебе большое спасибо. Я на самом деле, я думал, Да, что ты не спасибо. придешь. Но я тебе об этом уже сказал за эфиром.
И давай побольше творить. Вот завтра я уже буду приступать к переделке твоей песни. Аккуратнее. Сделаю ее намного хуже, чем она есть в оригинале, как обычно. Звучит как угроза. Я буду ее резать по частям. Ну и жди, я тебя позову. Ну а тебе выступать почаще. Вот прям по желанию выступать со всеми. Вот куда тебя приглашают, выступай. И не стесняться своей популярности. Посмотрим. Потому что А она есть? Контент, Вот именно. тот С чего контент, ты взял? тот контент, который есть. Я же на дневных каналах И еще раз доказывает, что одна песня может повлиять на успех человека. А вот теперь мы запускаем как раз тот трек, который хотели запустить в течение всего эфира, но не получалось. Потому что Даша грозилась тем, что уйдет, а мы очень этого не хотели. Но у нас конец эфира. Слушаем трек. В смысле? Даши. Давай. Он тоже Верочка. Да ладно, поставим другую песню. Не будем мы. Когда Дарья сама скажет, что она хочет послушать эту песню, мы ее обязательно послушаем. Ну а пока сейчас наша любимая композиция. Толдычко. Ну что ж, а мы, Влад Гожак и Петр Пушкин, говорим всем огромное спасибо. Всем хорошего продолжения выходных и хорошей плодотворной недели. Встречаемся через неделю. Да, также 18:00 на радио «Моя Удмуртия». Еще раз всех мам поздравляем с праздником. Любим всех сильно. Всем здоровья. О, пакет, дай мне, кстати, пакет. Девочка, ты не забрала диск. Вот твое отношение. Что? Вот давай теперь, вот перед зрителями, они сейчас смотрят. Ты забыла подарок от кто-нибудь. Случайно. Как случайно? Это вы вынудили меня. Ты не забыл телефон, не забыл свой ежедневник. Потому что я с стихи. ними всегда. А это диск. А это музыка, это творчество. Не хочешь отдавать мне обратно? Мой диск, твой подарок мне. Дау. Все, друзья, всем пока. Встречаемся через неделю. И тебе пока. Все. Шутка. Сейчас будем фотографироваться. Я не люблю. Можно